Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В адвокатской палате региона избрано новое руководство. Президентом палаты стал Сергей Катышевцев. И сегодня он гость в нашей студии. Поговорим о перспективах развития органов адвокатского сообщества Якутии, проблемах и вызовах, с которыми сталкивается адвокатура сегодня. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. В чем главное предназначение профессии адвоката? Ну, честно говоря, главное предназначение профессии адвоката, согласно закону, это защита своего доверителя в рамках уголовного, гражданского, арбитражного, административного судопроизводства. В первую очередь, конечно, необходимо выделить уголовное судопроизводство, потому что только там адвокат может защищать своего доверителя. То есть, в отличие от других разновидностей судопроизводства, допустим, в гражданском судопроизводстве может осуществлять защиту обычный юрист, а в уголовном, как правило, только адвокат. Адвокат является профессиональным советником по юридическим вопросам. И основной целью, даже не так сказать, не сколько целью, а ролью адвоката является в первую очередь отстаивание интересов подзащитного. Главное предназначение адвокатуры, честно говоря, я хотел бы обратиться к словам своего преподавателя, заведующего кафедрой МГУ в настоящий момент. Он говорил, что я преклоняюсь перед этими людьми. Против одного человека работает целая система. Органы внутренних дел, оперативные сотрудники, органы дознания, следствие, прокуратура против одного человека. И только адвокат ему в этом не помогает. Мы все попадаем в разные жизненные ситуации. Зачастую люди переступают закон, а зачастую не переступают. Такое тоже имеет место быть, потому что сейчас, как видите, большое количество оправдательных приговоров. Поэтому в системе правосудия адвокатура имеет огромную роль, в первую очередь, для защиты своего подзащитного доверителя. Какими качествами, на ваш взгляд, в первую очередь должен обладать адвокат? Ну, качества здесь, в принципе, определены федеральным законом об адвокатской деятельности адвокатуры. Это наличие высшего юридического образования, стаж работы, ну и успешная сдача квалификационного экзамена в адвокатской палате субъекта. Ну, а именно речь идет о личностных качествах? Ну, личностные качества мы, когда принимаем адвоката, не просматриваем. То есть в любом случае это идет сдача экзамена. Экзамен довольно серьезный, сложный, сразу вам говорю. Экзамен принимает 13 человек, 7 адвокатов, 2 представителя ИЛТУМЭН, 2 представителя судебной системы, это действующие судьи, и 2 представителя Министерства юстиции. То есть довольно в такой состязательной борьбе, очень такой серьезной, с задаванием большого количества вопросов претендент сдает экзамен. Поэтому моральные качества, конечно, уже больше учитываются при работе. Когда человек начинает работать, то есть и там раскрываются его морально-деловые качества. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние адвокатуры в Якутии? Какие проблемы предстоит решить органам адвокатского сообщества в первую очередь? Ну, честно говоря, в настоящий момент в нашем субъекте 370 адвокатов, то есть довольно большое количество. Но как бы это ни банально звучало, у нас география нашего субъекта большая. У нас имеется 9 отдаленных районов, улусов, в которых отсутствуют адвокаты. То есть вы должны понимать, что адвокат же не просто осуществляет консультирование, особенно по уголовным делам. То есть согласно Уголовному процессуальному кодексу он должен быть вместе с доверителем. То есть, допустим, если в каком-то там отдаленном районе возбудили уголовное дело в отношении человека, то с этого момента ему должен представителен быть адвокат. Причем в Уголовном процессуальном кодексе регламентированы сроки. Представляете, такая ситуация? У нас сейчас в настоящий момент Булунский район, адвокат заболела, и в целом в Булунском районе нет адвоката. А там имеются органы МВД, мировые судьи, Якутский гарнизонный военный суд, Булунский районный суд. То есть огромное количество следственных работников. Нет одного человека, важнейшего инструмента в этой судебной системе, это адвокат. И по этой причине осуществление какого-либо правосудия там невозможно. То есть вся система сразу забуксовала. И мы пытаемся решать эти вопросы, отправляем людей в командировки, но тоже, честно скажу, довольно трудоемкий и ответственный процесс. Не каждый адвокат хочет туда ехать. Вот вы как раз рассказали о помощи в северных районах республики. Какие вы планируете шаги в этом направлении? Ну, честно говоря, надеюсь, благодаря вам, вашей программе, я обращаюсь ко всем будущим кандидатам, юристам, которые имеют высшее образование и которые хотят получить статус адвоката, которые проживают в данных областях,
чтобы они без проблем обращались в адвокатскую палату. Мы можем в упрощенном порядке допустить их к сдаче экзамена, то есть в том числе в материальном плане, но чтобы первое время они отработали в данных субъектах, потому что наличие адвоката там жизненно необходимо. Насколько актуальна вообще проблема повышения квалификации адвокатов? Ну, проблема повышения квалификации адвокатов, она не то, что актуальна. Я еще раз говорю, адвокат – это профессионал. То есть он, когда сдает экзамен, то есть его деловые качества уже проверяются членами квалификационной комиссии. Но согласно закону, федеральному закону, адвокат постоянно должен повышать уровень своего профессионального мастерства. То есть он изучает ежедневно федеральные законы, изменения в законодательстве, как местного, так и регионального, так и федерального. То есть мы проводим различные семинары. Сейчас, к сожалению, в связи с пандемией мы не можем провести научно-практические конференции, но ранее это проводилось. Сейчас мы намерены особо обратить на это внимание. В феврале месяце, надеюсь, СФО нам поможет, мы проведем научно-практическую конференцию среди адвокатов. То есть в рамках, опять же, внутреннего общения внутри корпорации, привлекая более известных и, так скажем, старейших адвокатов, чтобы они тоже участвовали в этом, обменивались опытом и, соответственно, престиж адвокатуры, чтобы возрастал. Вот, кстати говоря, о престиже, не секрет, что адвокатов часто ассоциируют с их подзащитными, в связи с чем у людей встречается недоверие к адвокатам. Что нужно сделать для повышения авторитета адвокатуры в глазах общества? Сергей, я с вами не согласен. Я считаю, что, во-первых, по своему личному опыту могу сказать, то, когда люди обращаются, они смотрят на тебя как на последнюю надежду. То, что якобы какое-то недоверие к адвокатуре, но здесь, знаете, по данным ВЦИОМ, за 2020 год доверие россиян к судебной системе составляет 28%. Поверьте мне, это очень низкий показатель. А адвокатура – это необходимая часть правосудия, то есть необходимая часть судебной системы. И когда мы говорим о недоверии именно к адвокатуре, тут необходимо смотреть системно. То есть это недоверие вообще к всей судебной системе. Ну, в принципе, понятно почему, это все, в принципе, объясняется, потому что, как правило, в судебной системе две стороны. Одна выигрывает, другая проигрывает. То есть, как минимум, 50% уже судебными решениями недовольны. Что касается адвокатуры в целом, то есть и недоверия со стороны граждан, то, в принципе, это проблема так называемых карманных адвокатов. Вот это основная проблема, которую мы сейчас будем активно решать. Кто такие карманные адвокаты? Это адвокаты, которые контактируют, сотрудничают со следствием. Как правило, бывшие выходцы как раз с правоохранительных органов, они там прекрасно всех знают. И вот для того, чтобы необходимый инструмент процессуальный завершить, а именно поставить подпись под любым уголовно-процессуальным действием, он участвует за это и получает денежные средства. Соответственно, участвуя в данном деле, сотрудничая со следствием, то есть теряется основная задача адвокатуры – защита. То есть как он может человек защищать, когда он прекрасно общается со следователем, может быть, где-то вместе проводит время. То есть никакой, конечно, защиты в этой части даже и не намечается. Но мы сейчас проводим очень серьезную реформу, внедряем автоматизированную систему назначений. То есть каждое назначение это мы называем в уголовно-процессуальном порядке назначение адвоката. Это как будет следователь, либо суд, будет происходить через специальную программу. То есть тот человек, который взаимодействует с правоохранительными органами, в данном случае он теряется полный контакт, потому что это все происходит будет через определенную программу, методом случайной выборки. Я считаю, это будет очень эффективно. Других субъектов данная программа себя зарекомендовала исключительно с положительной стороны. Поэтому сейчас мы будем ее активно внедрять, и надеюсь, у нас все получится. Ну, а пока программы нет, людям, попавшим в трудную ситуацию, приходится все-таки выбирать защитника. Как человеку понять, карманный ли это адвокат или настоящий профессионал своего дела? Ну, человек сам понять в этом плане не может, потому что ему назначают. Хочешь не хочешь, вот он тебя будет защищать. То есть есть первый вариант, это найти адвоката по соглашению. В принципе, 21 век, везде имеются репутации адвокатов, то есть везде есть определенные, даже составлять некоторые сайты, рейтинги. То есть можно понять, что этот адвокат хороший, а к этому адвокату почему-то обращаться не стоит. Ну, в принципе, наша профессия публичная, я думаю, в этом ничего плохого нет. В части назначения, то у нас существует, мы сейчас ввели график, ну, это буквально как несколько лет он действует,
то, что в этот день дежурит 10 адвокатов. И адвокатская палата пытается курировать этот вопрос для того, чтобы именно в этот день органы следствия либо суд назначили адвоката именно из этого графика, что опять же исключает давление со стороны. Вы сказали о публичности адвокатах, но в последнее время сложилась ситуация, когда адвокаты закрыты от средств массовой информации. Редко дают комментарии и вообще общаются с прессой. В то же время органы следствия или прокуратуры в СМИ широко освещают свою позицию. Нужно ли что-то менять в этом направлении? Ну, во-первых, институт адвокатского сообщества руководствуется основным принципом. Называется адвокатская тайна. То есть, в принципе, довольно логично. То есть, когда доверитель тебе доверяет определенные моменты, связанные с уголовным, гражданским либо арбитражным делом, мы не имеем права, тем более через средства массовой информации, говорить о каких-либо проблемах без согласия доверителя. Как правило, доверители согласия на это не дают. Это первый момент. Второй момент. По уголовным делам имеется у нас статья в Уголовном кодексе Российской Федерации. Это тайна предварительного расследования. Особенно часто этим пользуются следователи, уведомляют защитника, то есть дают ему соответствующую подписку. И он, если обратиться в органы, извините, не в органы, а в средства массовой информации, то, соответственно, нарушит уголовный закон. Поэтому по простой причине он никаких комментариев не дает. В-третьих, это тактика. Согласитесь, ну, и по своему собственному опыту могу сказать одно. Защищать человека, когда дело подлежит большой общественной огласке, резонансу так называемому, намного сложнее. И иной раз стоит лучше промолчать, и чтобы все утихло и спокойно в суде разбиралось дело. Вот эти моменты вот именно такой тактический. Насколько развит сегодня, на ваш взгляд, в целом рынок юридических услуг? Насколько адвокаты как конкурентоспособны по сравнению с практикующими юристами? Ну, честно говоря, я сказал бы так, что насколько часто практикующие юристы конкурентны с адвокатами. Все-таки, еще раз повторю, адвокаты – это профессионалы, уже признанные государством в области права. Честно говоря, я считаю, что в скорейшем будущем у нас будут только адвокаты. У нас федеральный закон идет к этому, что весь рынок юридических услуг, как в развитых странах, будет монополизирован именно адвокатурой. Для чего это нужно? Потому что зачастую открываются непонятные ООО, ИП, закрываются, люди оплачивают гонорары юристам, они, соответственно, их не отрабатывают. Предприятия банкротятся, и, соответственно, люди не могут получить квалифицированную юридическую помощь, теряя денежные средства. В определенных делах даже имеются признаки мошенничества. Но адвокаты, еще раз говорю, они находятся все под надзором как и Минюста, так и адвокатской палаты. За это мы лишаем статуса. То есть по аналогии с западными странами лишение лицензии. Вы уже видели во всех фильмах западных, когда они боятся лишения лицензии. Для них это фактически увольнение. Поэтому, я думаю, мы рано или поздно придем к этому пути, и весь рынок юридических услуг будет монополизирован. Ну что ж, Сергей Борисович, желаем вам успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо, что нашли время и пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо вам большое, Сергей. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить своих коллег с наступающим Днем юриста. 3 декабря будет отмечаться праздник на всей территории Российской Федерации. И хотелось бы поздравить всех адвокатов, всех сотрудников правоохранительных органов, судебной системы с этим прекрасным праздником. Спасибо. Гостем в нашей студии был президент Адвокатской палаты Якутии Сергей Катышевцев. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.